Доброе утро, дорогая республика! На календаре 19 июля, пятница, и с вами «Утро Якутии». Сегодня в эфире буду я, Дарья Анкехова, ну и позже к нам присоединится, я очень надеюсь, что присоединится Павел Танин. Ну а почему сегодня вот немножечко нестандартная у нас программа, узнаете чуть позже. В ближайший час оставайтесь с нами, и все самое интересное, полезное будет в нашем прямом эфире. Ну и как всегда начнем мы с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. В Заречной 15-18, в южных до плюс 16. В Вилюйской группе 12-14 выше 0, в Нижнеленских 13 градусов тепла. В западных до плюс 18. В Колыму-Нигирской группе улусов 6-16 со знаком плюс, в Янских до 14 градусов тепла. На северо-западе 8-12. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без существенных осадков, временами дым. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 26 градусов. Ну а если вы хотите избавиться от лишнего веса или просто поддерживать себя в хорошем тонусе, вы можете начать бегать. Но если говорить про сжигание калорий, то бег становится эффективным только после 40 минут занятий. То есть это достаточно долгий процесс. Но есть и другие способы, не сильно напрягаясь, заняться собой. Например, прогулки на улице или утренняя зарядка. Прогулки вы можете посвятить вечер, а вот зарядку предлагаю сделать прямо сейчас вместе с нашим спортивным инструктором. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поработаем над мышцами пресса. Тренировка у нас будет направлена на избавление от диастаза. Первое упражнение мы принимаем положение боковой планки на локтях. Ложимся аккуратненько через бочок. У вас должна быть одна линия: локоть, таз и коленки. Одну ручку кладем на пояс, можно ножку вытянуть вперед. На выдохе мы начинаем поднимать таз и опускаем таз обратно вниз. Поехали, 20 секунд. Выдох, поднимаем таз, животик максимально соединяем. Следим за тем, чтобы ваше ухо и плечо у нас не соединялось. Выдох, выдох. Поднимаем таз. На выдохе сохраняем плоский животик. И сейчас мы поддержим с вами статику в этом же положении также 20 секунд. Дышим равномерно. Следим за тем, чтобы ваш локоть туда-назад не уходил. Тазом мы тоже назад не отклоняемся. Держимся ровно. Сохраняем одну прямую линию. Голову не прижимаем. Дышим спокойненько. Таз держим на весу. Хорошо, меняем сторону. То же самое. Приготовились? Поехали. Поднимаем таз, опускаем. Выдох, подняли таз и опустили. Помним про плечо. С головой его не соединяем. Таз максимально толкаем наверх на выдохе. Животик сохраняем плоским. Держим статику. Подняли таз. Держимся также 20 секунд. Спокойненько, равномерно дышим. Голову не опускаем, ухо не прижимаем. Сохраняем одну линию, спокойненько стоим. Еще 5 секунд. Спокойно дышим. Хорошо, и последнее наше упражнение. Ложимся на спинку, ножки сгибаем, приставляем ближе к ягодичкам, ручки разводим в стороны, заводим. Начинаем поднимать корпус наверх, при этом мы поднимаем ножку вверх. Следим за тем, чтобы ваш подбородок и грудная клетка не соединялись. Тянется подбородком к потолку. На выдохе поднимаем ножки и поднимаем таз. Поясничкой мы не работаем. На выдохе подняли. В момент подъема ваш животик не должен принимать форму домика, животик должен сохраняться плоским. За голову себя сильно вверх не тянем, локти смотрят в сторону. Еще 4 раза. 2. На выдохе подняли. 3. 4. И закончили. Молодцы. Всем желаю хорошего дня.
Ну а после утренних упражнений пора продолжать готовиться к наступившему дню. Завтракать или же зарядиться энергией чашечкой кофе. И говоря про кофе, сегодня мы узнаем о тонкостях этого напитка и способах его приготовления, в том числе в домашних условиях. И в этом нам поможет мой соведущий Павел Танин, который по каким-то причинам не находится рядом. Паша, доброе утро, где ты? Даша, доброе утро. Телезрителям всем доброе утро, конечно же. Действительно, находимся мы в замечательном таком месте с приятным ароматом, безусловно. Это кофейня «Сервис Кофе». И рядом с нами находится человек, который поможет нам разобраться вообще в особенностях и приготовлении кофе в том числе. В домашних условиях поговорим, в принципе, про кофе как таковое, да, как его выбрать, как его заваривать, как я уже сказал. Николай Куличкин рядом со мной. Николай, доброе утро. Доброе утро. Ну, я так понимаю, ваше утро всегда бодрое, потому что у вас всегда есть кофе. Да, у нас утро начинается очень рано. Ну, главный вопрос, да, вообще, не у всех есть кофемашины, но многие люди очень любят кофе. Какие способы есть заварки кофе в домашних условиях, возможно, без использования именно кофемашины самой? Наиболее популярные способы приготовления кофе — это кофе по-турецки и, скорее всего, френч-пресс. Самые простые. Но, опять же, кто-то может начать свое утро с растворимого кофе. Есть миф, да, что растворимый кофе — это не кофе вообще. Оправдан ли он или, в принципе, существуют и виды кофе, которые, да, это настоящее кофе, просто вот оно там дегидрированное, или как там правильно называется? Конечно, растворимый кофе — это, скорее всего, про то, чтобы купить дешево и в магазине доступно. Да, конечно, люди пьют, у каждого свои предпочтения, поэтому, конечно, мы здесь, когда работаем в кофейне, то всегда хотелось бы посоветовать пить настоящий зерновой кофе, который уже можно напрямую купить у обжарщика. То есть в целом в растворимом кофе особо плохого-то ничего и нет. Но мы перейдем к приготовлению. Вопрос, опять же, по способам. В домашних условиях мы сказали, что по-турецки это, я так понимаю, в турке приготовление. Френч-пресс — это такой чайничек с прессом. Какой из этих двух методов наиболее прост для человека, который дома решил приготовить кофе? Я думаю на своем опыте, что это в турке кофе по-турецки, по-восточному, потому что там, в принципе, ничего сложного нет. То есть на плите или на газовой плите его в воде можно легко сварить. Но в основном, если говорить про правильный турецкий кофе, я видел, что его готовят на горячем песке. То есть горячий песок, и он со всех сторон нагревается, не только снизу, а его прямо в песок, и как бы он считается таким равномерным. Да, равномерно. Но в наших климатических условиях, конечно, на песке мы не приготовим, тем не менее можем приготовить дома. Допустим, сымитируем ситуацию, что мы готовим сейчас кофе дома. Какая должна быть последовательность? То есть, в принципе, я так понимаю, кроме профессиональной кофемашины, может быть условно кофемашина обычная, какая-то домашняя, бытовая. Представим, что мы находимся на кухне. Как мы можем прямо сейчас начать? Как нам нужно готовить? Какие наши действия первые? Им прям можете их показывать нам, чтобы наши зрители тоже учились и набирались опыта в этом деле. То есть сейчас мы будем готовить. Начать готовить. Хорошо. Во-первых, у нас сначала мы берем холдер в руки. Вот этот вот инструмент называется холдер. Обязательно его насухо протираем. И вот здесь у нас автоматическая кофемолка. Ставим холдер, вставляем, и он нам должен здесь выдать измельченный кофе 18 грамм. То есть тут уже правильно помол уже настроен, и вот, собственно. Вот такой вот, когда вы слышите вот этот звук в кофейне, это звук кофемолки. Я так понимаю,
понимаю, в кофемолке выстроена граммовка уже, чтобы выдать 18 грамм. И, я так понимаю, можно найти более мелкие варианты, если мы говорим про домашнее приготовление. Ну, да, конечно, конечно. Все, кофе у нас в холдере, в корзинке. И таким вот движением я подравниваю сам уже свежемолотый кофе и начинаю вот темпером его темперовать. У меня, у бариста при темперовке всегда одно и то же как бы давление, сила нажатия, чтобы, то есть оно не должно быть разным. Вот. Потом мы переходим уже к кофемашине. Вот она у нас состоит из 2 групп. Обязательно делаем пролив, ждем, когда струя будет почти, собственно, как бы одна. Ага. Вот. То есть сейчас вот мы видим 3 потока таких идет, а она должна в одну соединиться. Она должна в одну соединиться, просто сейчас она не совсем нагретая. То есть она нагрелась, но это у нас сегодня первый кофе, поэтому чуть-чуть пролив дольше. Ага. Вот. Отключаем. Берем стаканчик и вставляем холдер в группу. И сразу же начинаем экстракцию кофе. Обязательно таймер на 32 секунды. Ну, вот это у нас Таймер 30 секунд. И почему именно 30 секунд? Как вам объяснить, это на усмотрение. То есть вы привыкли 30 секунд делать. То есть у нас кофе именно сам помол именно как бы настроен на 32 секунды, чтобы у нас эспрессо получился от 50 до 60 миллилитров. И мы сейчас, получается, сделали эспрессо. Вот. И есть же огромное множество разных видов кофе, эспрессо и не эспрессо. У нас не так много времени, правда, остается. Чем, допустим, эспрессо от американо отличается и от прочих различных латте и так далее, и так далее? Эспрессо – это концентрированный напиток, кофейный напиток. Вот вы можете сейчас его вот наблюдать. Это маленький кофе. Это основа в кофейне. То есть все готовится у нас на эспрессо, на одинарном, на двойном. Американо – это всего лишь эспрессо с водой. Латте, капучино – это уже с молоком. А вот смотрите, американо – это эспрессо с водой, а получается, бывает такая практика, когда с эспрессо подают стакан воды отдельно, это как бы на усмотрение пьющего, он хочет сделать американо или же потом просто может запить кофе, для чего подается отдельно стаканчик с водой, бывает ли такая практика? Да, в кофейнях, как правило, обычно эспрессо подается вместе с водой, то есть… Я еще, наверное… Давайте попробуем. Попробуем, да, и узнаем эспрессо на вкус, потому что я с кофе как бы дружу-то не особо, не каждый раз его пью, тем более эспрессо. Ну что ж. Крепко, вкусно, насыщенно, энергично. Возможно, я сейчас увижу время. Николай, времени у нас не так много осталось уже. Наша беседа подходит к концу, конечно. Вам спасибо огромное за этот такой мастер-класс, за эту информацию. Для наших телезрителей она, конечно, была полезна. За этот кофе, зарядивший нас на весь день энергией. Ну, а я возвращаю слово в студию. И, Дарья, продолжай наш эфир. Паша, мы ждем тебя в этой замечательной студии, ну а мы движемся далее. Самое сложное в приготовлении еды – это придумать, что приготовить. Особенно, если мы говорим про утренний рацион, когда времени на готовку не так уж много. Мы всегда готовы прийти на выручку и подсказать вам рецепт питательного и полезного завтрака. Сегодня мы расскажем о блюде, которое можно приготовить из абсолютно простых продуктов. Доброе утро, с вами Юлия Заболоцкая, нутрициолог. Сегодня мы с вами приготовим немножко оригинальное блюдо, оно называется омлет в лаваше. И мы с вами делаем яйца предварительно помытые, обратите внимание. Поэтому я сейчас в эту миску безбоязненно разбиваю яички, перчим яичко, солим яичко. Про яйца рассказывают всегда и везде, что это очень хороший источник белка, и это правда. Но
Для людей, у кого повышенное содержание холестерина, этот рецепт не должен быть на ежедневной основе, потому что в яйцах много также и жиров. Холестерин, конечно, вещь такая, немножко опасная, поэтому тем людям, у кого повышенное содержание холестерина, такой омлетик можно кушать не чаще, чем раз в неделю. Так, мы с вами наливаем яички. А если у вас проблем с холестерином нет, либо, допустим, вы ребенок-подросток, то есть вам до 25 лет, то для вас самое то. Схватится это, когда вот такая вот беленькая такая штучка появляется на дне. Вот они начали схватываться, яйца. Здесь до готовности мы с вами не должны довести. Мы должны подождать, когда дно побелеет. Побелело дно. Теперь мы с вами кладем сюда лавашек. Теперь наша задача с вами лаваш с яйцом перевернуть. В своем составе будет содержать белки, жиры и углеводы, а также мы сейчас его с вами немножко обогатим, как говорят нутрициологи, то есть внесем дополнительные полезные ингредиенты. Так, все, видите, вот мы перевернули. И теперь сюда мы добавляем с вами помидорочку. На одну порцию нужно пол помидора. Положили помидорку. Кладем еще немножко сыра фета. Ну, подойдет не обязательно фета. Можно положить сыр брынзу, допустим. Ну, в принципе, любой сыр подойдет, потому что у сыров, по сути дела, в данном рецепте функция разнообразить вкус и добавить свою пользу в виде витаминов В. Теперь складываем лавашек пополам. Получается такой конвертик. Нам его нужно будет обмазать немножко сливочным маслом с двух сторон и обжарить до золотистой корочки. Нашу лепешку завернем, немножко подержим. Все, наш омлет в лаваше готов. Выкладываем его на тарелочку. Подавать его хорошо со свежей зеленью. Например, у нас сегодня есть руккола. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Объем пассажироперевозок железных дорог Якутии увеличился на 12%. Всего услугами компании за 6 месяцев воспользовались 204 тысячи человек. В летний период с 1 июня по 14 октября трансфер пассажиров поезда из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях через Лену выполняется на теплоходе «Рукавишников». В 14:30 с причала номер 3 речного порта. Далее с пункта ожидания Нижний Бестях до ЖД вокзала автобусами. Стоимость трансфера составляет 700 рублей за проезд на теплоходе и автобусе. Участникам специальной военной операции и их родственникам оказывается целый ряд мер поддержек, в том числе направляет на санаторно-курортное лечение в Якутии и России. На сегодняшний день такой мерой воспользовались 360 родителей военнослужащих. Данную услугу оказывают в виде денежной выплаты в размере стоимости путевки до 60 тысяч рублей. Выплату можно получить в размере понесенных расходов или частично до 80% от стоимости путевки в учреждение республики. Продолжительность лечения при этом не превышает 14 дней. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо обратиться через многофункциональные центры, расположенные в каждом районном центре или в городе Якутской Республики, а также, что более удобно, направить свое заявление через портал государственных услуг. У нас на портале государственных услуг размещено комплексное заявление, где есть специальная строка «Санаторно-курортное лечение для родителей, участников специальной военной операции». Поэтому очень удобно таким образом подать свое заявление, и Управление социальной защиты по месту жительства рассмотрит такое заявление и примет решение.
Награждены победители международного исторического диктанта на знание Великой Отечественной Победы «Диктант Победы». Всего в акции по всему миру приняло участие более 2 миллионов человек, из которых 19 тысяч написали диктант в Якутии. Отмечу, что самому возрастному участнику диктанта 102 года. 5 человек, написавших региональную часть диктанта, на максимальный балл наградили сертификатами и памятными подарками. Кроме того, были вручены дипломы за 2-е место в дальневосточном этапе Всероссийской исторической интеллектуальной игре 14-18. В Российской Федерации 6-й год проводится международная акция «Диктант Победы». Это акция, которая получила большую поддержку. В этом году в 60 государствах люди подошли со своими флагами, плакатами, с песнями. И это говорит о такой любви к своей родине, которая заложена в душе и в сердце. С 9 по 13 июля в Уфе, Республика Башкортостан, проходили соревнования по легкой атлетике в рамках 9-й Всероссийской летней универсиады 2024 года. Всего в этом мероприятии приняло участие 350 лучших спортсменов. И сегодня у нас в гостях Нюргун Сокольников, он является победителем по дисциплине тройной прыжок, и Александр Черкашин, руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта Северо-Восточного федерального университета. Также он является председателем Российского студенческого спортивного союза по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала принимать поздравления. Спасибо. Мы поздравляем вас. Ну, об этой победе чуть подробнее поговорим позже. Да, для начала давайте расскажем, что за универсиада такая, насколько она престижна, да, и сколько вообще участников от республики было заявлено в ней. Ну, во-первых, такой универсиада проходит наш 9-й раз. В этом году уже проходит Республика Башкортостане в городе Уфе. Вот. И в честь 450-летию. Вот. И что могу сказать, проходит он по шахматам прошел, которые наши студенты тоже успешно выступили. И под дзюдо. Под дзюдо у нас уже есть 2 студента, Ефимова Карина, Надежда Татарченко и Ольга Лихота. Они завоевали золотые и серебряные медали. Вот. А так к универсиаде попадают по чемпионату России по каждому виду спорта или 8 лучших, или 10 лучших, которые уже до июня проводившие чемпионаты России. Это как бы финальная часть. Финальная часть. То есть дальше уже некуда. Это ну, вот... как для студентов, это как Олимпиада. Как Олимпиада. Так, ну, вернемся к виновнику нашего торжества, да. Расскажи, как давно ты занимаешься спортом и почему выбрал именно эту дисциплину? Я занимаюсь этим спортом уже с начальных классов. До этого сначала занимался по якутским прыжкам, и вот со времен студенчества уже начал заниматься тройным. И, то есть, когда отправлялся на это мероприятие, ты точно был уверен, что лучше тебя нет никого? Какие цели ставил перед собой? Ну, цель была только золото, так как попадал в финал. И... Ну, нынче в марте месяце он завоевал серебряную медаль в Ярославле, но показатель у него был чуть-чуть такой пониже был, а сейчас он уже добавил 27 сантиметров, прибавил. Вот, личный рекорд получается. Ну, то есть, конечно, было понятно, что это золото, да? Лучше тебя не прыгает никто, да? Среди студентов России, по сути, ну, да? еще могу сказать, это для якутов как-то тройной прыжок у нас чуть-чуть более далековатый, да? И хочу еще отметить, что Нюргун, наверное, впервые за якутский студенческий спорт первый чемпион, который по легкой атлетике именно по тройному прыжку. Такого не было еще, да? Такого не было. Здорово. А вообще, по каким видам спорта еще были проведены соревнования? Да, вот мы отметили, значит, шахматы, да, вы сказали, дзюдо, прыжки, еще что было? И еще по самбо было, и по настольному теннису, бадминтону, и сейчас будет еще по спортивной борьбе, которые у нас наши студенты в этой неделе будут выступать. Еще будут выступать, да? А вообще, если говорить про дисциплину вот, тройной прыжок, самые главные конкуренты, кто у нас был? Из Санкт-Петербурга, университет Лесговта и Хабаровский край.
Ну, в основном эти. И ты их знал уже до этого, наверное, встречался, да, с ними? Да, встречался на Поэтому ты соревнованиях. был готов, да, к тому, Да, что, в готов. принципе, конкуренция будет серьезная. Да. Ну, Мгм. приблизительно знал, кто сколько прыгает, и поэтому... Готовился. Да. Ну, а если в целом оценить готовность наших студентов, да, все равно ведь основная деятельность у них это учеба. Да. А подготовить человека к подобному важному мероприятию, как всероссийский, да, уровень, это, наверное, достаточно сложно. Вот успевают ли ребята и учиться, и спортом заниматься? Но могу сказать, сейчас такие условия созданы. Наш ректор Анатолий Николаевич создает такое условие, чтобы наши студенты участвовали в разных лигах студенческих. И бывает у нас освобождение от учебного процесса. И плюс еще попадание учебного графика на тренировочную подготовку. Так, чтобы вот так, сейчас условия такие шикарные, не то что как 90-2000-е, уже более лояльные. Лояльно, да. Нюргун, а ты как попал вот именно в ИФКИС? В КИС я уже с 9 класса уже начал подготовиться. Именно знал, куда поступлю, поэтому... А дальнейшие планы? Ты хочешь связать свою жизнь со спортом? Да, у меня и родители спортсмены, поэтому... А, у тебя и выбора-то особо нет, да? Семья спортивная, поэтому... То есть ты будешь тренером, либо ты учителем физкультуры пойдешь? Какие Да. планы-то? Ну, пока сам должен заниматься спортом. Пока действующий Да, спортсмен. пока действующий Да. спортсмен. А далее покажет, да, время? Да. Ну а вообще в целом, как поступить в ИФКИС, да, вот сейчас как раз время, когда абитуриенты вовсю, да, готовятся, выбирают себе будущую профессию, и вот до какого числа можно подать документы, и есть ли еще места у нас, собственно? Так, уважаемые родители, уважаемые абитуриенты, сейчас уже время есть, до 20 числа включительно. Главный учебный корпус принимает документы. Можете успеть, места есть, так что дерзайте. Дерзайте, будущие спортсмены, да, Да. вас ждем. Конечно. Хорошо, давайте покажем, вот как выглядит трофей чемпиона. Итак, победитель по дисциплине тройной прыжок универсиады, Всероссийской летней универсиады 2024. Ну что, мы поздравляем тебя. Спасибо. Здорово, классно. Дай бог, чтобы ты повторил свой результат в следующем году. Может же участие принимать в следующем году? Это универсиада проходит через 2 года. Через 2 года. То Да, есть да, через 2 года. Да, через 2 года. Может еще вернуться. Да. Да. Ну, тогда мы тебе желаем удачи и ждем тебя через 2 года с еще одним очередным трофеем. Спасибо. Спасибо вам. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. К этой пословице можно добавить каламбур и сказать, что если потом каждый из этих друзей даст вам по рублю, то у вас и 100 рублей будет, и 100 друзей. Вообще дружбу можно поделить на разные категории. Бывают друзья по работе, друзья по интересам, друзья детства и так далее. При этом никогда не поздно обзавестись и новыми друзьями. И сегодня самый для этого подходящий день. Сегодня отмечают День новых друзей. Так что если нынешних друзей вам мало, то сегодня можно смело идти и находить себе новые знакомства. А о других датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 19 июля. День пирожков с малиновым вареньем. По народному календарю Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время. У каждого дня свои заботы. Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы. Этот день в истории. 1485. Заложена старейшая из башен Московского Кремля Тайницкая. 1790. Произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами. 1900 год. В Париже открылось метро. 1980 год. Открылись 22-е летние Олимпийские игры в Москве, СССР. В этот день родились 1814 год. Сэмюэл Кольт, американский оружейник, изобретатель и промышленник. 1834. Эдгар Дега, французский художник, график и скульптор. 1893 год. Родился Владимир Маяковский, советский поэт. 1934. Александр Ширвинд, советский и российский актер театра, кино и эстрады, режиссер, сценарист и педагог.
1935 год. Родился Василий Ливанов, советский и российский актер, сценарист, режиссер, народный артист РСФСР. 1941. Наталья Бессмертного, советская балерина, педагог, народная артистка СССР. Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор. Ну а сейчас перейдем к культурному просвещению. На очереди наш проводник в мир искусства, наш музейный гид. Сегодня я с большим удовольствием познакомлю вас с московским молодым художником-графиком Марией Смолениновой. Ее выставка названа очень красиво и поэтично «Эпифании», что в переводе с греческого означает «откровение, озарение». Известный критик, искусствовед Александр Мельник сравнивает ее работы с литературными эскизами ирландского поэта, модерниста, писателя Джеймса Джойса, в которых заключены такие философские изыскания, что-то такое трогательное, эйфоричное, но тем не менее глубоко содержательное. Вообще в каждом листе Марии Смолениновой чувствуется такой творческий, очень большой импульс. Он переплетен, он сложен, он окрашен в разные эмоции. И зритель, который придет на эту выставку, у него есть такие мгновения соприкоснуться через картины, через работы Марии, соприкоснуться с собой, со своим внутренним «я». И эта выставка, она такая, требует большого созерцания. И после выставки, конечно, каждый зритель откроет не только художника Марию Смоленинову, но откроет, скорее всего, себя. Эта выставка очень интеллектуальная, такая эмоциональная. Мария любит работать циклами, будь то это Санкт-Петербург, предстает в ее листах таким красивым, камерным, или ее любимая Москва, такая родная, яркая, насыщенная жизнью, или природа Татарстана. И мы надеемся, что после посещения Якутии у нее родится цикл, посвященный нашей республике. Вообще ее работы очень лиричные, такие поэтичные, прямо они такие рождают стихи, они соседствуют с ритмом поэтов, с мелодикой музыкантов. Часто она цикл заканчивает дорогой, дорога жизни, такая разная, которая иногда превращается в птицу, в этот полет. И идет Мария, этот мастер по жизни, очень уверенно, потому что уже ею проведено более 200 выставок. Это большой такой багаж для молодого художника. Поэтому мы приглашаем всех любителей, ценителей искусства графики в Национальный художественный музей посетить эту красивую, уникальную, трепетную, пронзительную выставку «Эпифании» Марии Смолениновой. И мы продолжаем наш утренний эфир. И как будто ничего не произошло. И Павел Танин с нами. Паш, ну как тебе утренний кофе? Ну, как я и сказал, когда выпивал стаканчик эспрессо, я теперь вижу время, и вообще вы все для меня стали медленными. Ну, так на меня действует кофе, такой концентрации, естественно. Ну, вообще, часто ли ты практикуешь вот так забегать, да, в кофейню с утра? На самом деле, выпивать кофе лично для меня это явление последние, наверное, уже лет 5-6, очень редкое явление.
прям очень редкое явление. Я не скажу, что я противник кофе, иногда мне даже аромат кофе нравится, но чтобы его выпить, это бывает очень редко. Я предпочитаю все-таки больше, являюсь адептом чая, ну как бы не такого, когда там со всеми правилами заварки, чайник сполоснуть и так далее, пакетик определенный, туда лимончик, 2 ложечки сахара. Тем не менее, кофе, да, имеет свой какой-то шарм. Ну, значит, следующее прямое включение мы проведем, наверное, из твоего дома, и ты покажешь, как заваривать правильно чай. А зачем из моего дома? Отправьте меня на чайную плантацию куда-нибудь в Китай, я буду только рад. Почему бы и нет? да. Ну и давай перенесемся тогда уж, раз уж заговорили про перемещение, Переезды. путешествия, да, отправимся на Эверест. Эверест — это самая высокая точка планеты, на которую мечтают зайти все альпинисты. Первыми, кто покорил эту вершину 60 лет назад, были Эдмунд Хиллари и Тенсик Норгей из Новой Зеландии. С тех пор тысячи людей пытались повторить этот экстремальный подвиг, но немногим это удавалось. Среди тех, чьи попытки обвенчались успехом, был Евгений Кривошапкин. Ему удалось покорить вершину в 2023 году. Подробности далее. Лучше гор могут быть только горы. С таким лозунгом альпинист Евгений Кривошапкин штурмует новые высоты. Альпинизмом он начал заниматься еще в 2010 году. Все начиналось с маленьких походов по горам поселка Уснера. А уже в 2023 году он стал первым якутянином, которому покорилась самая высокая точка планеты – Эверест. Все горы разные. Например, на Афродиту пойти, да, это другое. На Эльбрус пойти, это другое. Потому что Афродита 2000 метров, да, высотой, а Эльбрус уже 5600, например, метров, да. А Эверест уже 8800 метров. Подняться на Эверест — это 50 на 50 же. Я вообще не думал, что у нас так хорошо получится вот эта экспедиция. И мы поднимемся на гору и поднимем флаг Якутии. И у меня, да, гордость и облегчение, что мы выполнили свою задачу и подняли флаг Якутии. Большинство людей, не увлеченных альпинизмом, считают, что подняться на Эверест можно за пару-тройку дней, сделать красивые фото и улететь домой. Восхождение на вершину у Евгения заняло около 50 дней. Путь был не из легких. Правда, до высоты 5000 метров для альпинистов подготовлены все условия. Есть разные кафе и лагеря. А далее начинается самое интересное. Выше 5000 ты должен преодолеть ледопад Хумбу, такой есть, самый опасный участок, говорят. Ледопад Хумбу — это очень большие глыбы льда, которые еще двигаются. И эти льды надо преодолеть ночью, чтобы они, ночью они сильно не тают, поэтому более безопасно считается. Бывают ситуации, что когда ты поднимаешься, может усилится ветер, там пойти снег, и ты, грубо говоря, там можешь остаться на вершине даже. Поэтому, чтобы этого не произошло, у тебя должна быть внутренняя мотивация. Но все эти испытания стоят того, ведь оказавшись на вершине, тебе открываются самые захватывающие виды на Земле. Когда мы поднялись на Эверест, у нас в 6 часов утра же поднялись, и как раз солнце вышло. Солнце вышло, и рассвет с вершины видеть, это очень красиво. И там даже видно было тень Эвереста там. В восхождениях очень важен напарник – человек, который связан с тобой одной веревкой. Помимо того, что Евгений занимается альпинизмом для себя, он еще и горный гид, который помогает и другим альпинистам покорять новые вершины. Осенью в прошлом году узнал о анонсе похода Уснеру, гора Афродита. Женя как раз был гидом, и туда записался. Это, получается, с прошлого года начал активно так увлекаться альпинизмом. И в этом году планируем на гору Победа. Скоро якутяне отправляются в новую экспедицию, и для этого они проводят серьезную и тщательную подготовку, много тренируясь. А следующей своей целью Аял называет Эльбрус. Но кто знает,
Может, именно он станет следующим якутянином, покорившим Эверест. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Ну, а мы желаем вам тоже покорять вершины, может быть, не Эверест, но вообще, в принципе, жизненные какие-то, да, ставить цели и достигать их, возможно, краткосрочные на сегодняшний день, например. Ну, а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, они расскажут о последних событиях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Более 27 тысяч тонн молока или 50,6% от плана на текущий год на сегодня произвели сельхозпредприятия в Якутии. Как сообщают в региональном Минсельхозе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заготовлено на 23,5% больше молока. В якутских 20 районах заготовка ведется в 44 организациях по приему сырого молока. Муниципальным образованием перечислено 68% от годового объема субвенции на молоко или 202 миллиона 430 тысяч рублей. При этом Намский и Алекминский районы получили 80%. Средства субсидий до сельхозтоваропроизводителей доведены в полном объеме. Жителю Мегино-Кангаласского района республики Николаю Ржакову программа «Дальневосточный гектар» помогла открыть и масштабировать свой бизнес. Он оформил участок в центре села Мая, на котором построил продуктовый магазин. Сейчас предприятие Николая успешно работает, и он даже расширил свое дело, открыв в Нижнем Бестяхе цех по производству СИП-панелей. Начинающим предпринимателям Николай советует не бояться выйти из зоны комфорта. Напомню, в 2016 году была запущена программа «Дальневосточный гектар», суть которой заключается в безвозмездном предоставлении земельных участков в регионах Дальнего Востока. Программа будет действовать включительно до 2040 года. Участникам спецоперации и их родственникам оказывают целый ряд мер поддержки, в том числе направляют на санаторно-курортное лечение в Якутии и России. На сегодняшний день такой мерой воспользовались 360 родителей военнослужащих. Данную услугу оказывают в виде денежной выплаты в размере стоимости путевки до 60 тысяч рублей. Выплату при этом можно получить в размере понесенных расходов или частично до 80% от стоимости путевки в учреждение Якутии. Продолжительность лечения при этом не превышает 14 дней. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо обратиться через многофункциональные центры, расположенные в каждом районном центре или в городе Якутской Республики, а также, что более удобно, направить свое заявление через портал государственных услуг. У нас на портале государственных услуг размещено комплексное заявление, где есть специальная строка «Санаторно-курортное лечение для родителей, участников специальной военной операции». Поэтому очень удобно таким образом подать свое заявление, и Управление социальной защиты по месту жительства рассмотрит такое заявление и примет решение. Работа интеллектуальной транспортной системы начнется в столице региона в ноябре этого года. Интеллектуальные транспортные системы – это ключевой элемент комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать транспортные потоки, управлять светофорами, выявлять заторы и опасные участки, тщательно анализировать ситуацию и принимать необходимые меры. В рамках контракта планируется подключить 5 светофорных объектов по улицам Федора Попова, Богдана Чижика, Бестужева-Марлинского, Федора Попова, Губина, Богдана Чижика, Богатырева, Богатырева, Губина. Кроме того, установят и 53 детектора транспорта. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а мы продолжаем. Экзаменационная кампания – это серьезное испытание для школьников, требующее не только знаний, но и правильного психологического настроя. Здесь важно все. То, как школьник проводит время перед экзаменами, как организован его режим, как он занимается и отдыхает. И даже то, с каким настроением он ложится спать перед экзаменом, во многом определяет успех. Сегодня у нас в гостях директор Якутского городского лицея Иван Сидоров и Сергей Куркутов, выпускник Якутского городского лицея этого года, который сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. Доброе утро! Вот, ну, Сергей, вопрос, наверное, сразу тебе. Да. Поделись секретами подготовки такой, потому что география достаточно, вот сколько мы говорим про ЕГЭ, да, даже в рамках телевидения, новостей каких-то и так далее, география не самая распространенная, возможно, и, мне кажется, достаточно сложный предмет такой, и 100 баллов.
чем секрет? Ну, если быть честным, как таковых секретов нет. Как я думаю, нужно правильно распределять свою энергию на день, уделять подготовке. Ну, я уделял по 3-4 часа, и уже развлечения, как раньше, ушли на последний план. Вот так. То есть серьезно шел к поставленной цели, да? А вообще география была ли твоим любимым предметом? Обычно же мы выбираем ЕГЭ по тем предметам, где ты уверен в себе. Или все-таки это ты не ставил на этот предмет свои самые максимальные надежды? Географию сдавать я решился уже под конец 10 класса. География мне нравилась. Этот предмет был одним из моих любимых. Вот так, все правильно. Ну вот говоря, что в конце 10 класса, да, ты выбрал географию, то есть, в принципе, подготовка, уже серьезная подготовка к экзамену, она тебя заняла год. Да. Плюс-минус. Ну, тогда перейдем вот к вопросу уже к директору, да, вообще, а с точки зрения вот педагога, да, наставника, как подготовить 100-бальника, вообще школы в целом? На самом деле это системный подход, то есть должно быть обязательно не только предмет сам вестись, но еще, естественно, спецкурсы, то есть дополнительные какие-то занятия, чтобы можно было более широко и более подробно рассказать о предмете, какие-то нюансы выяснить. Ну и, конечно же, здесь еще, наверное, можно добавить в рецепт, это, конечно же, важность учителя. Учитель должен быть опытным, желательно тот, кто работает именно, когда проверяет единый государственный экзамен. Это тоже немаловажно. Ну вот говоря о подходе, да, к подготовке и так далее, может ли быть вообще как в какой-то момент у педагога стопроцентная уверенность, что да, вот ученик на 100 Ставки баллов... такие ставите так заранее? Ну, мы, конечно, между собой там бывает это, да? Но мы как делаем? То есть мы, конечно же, всегда настраиваемся на то, что действительно ученик у нас сдаст на максимальный балл. Ну, так, чтобы прямо говорить, что 100% вот этот ученик сдаст, например, если как Сергей, да, у нас 100%, что сдаст на 100 баллов, уверенности никогда не бывает, но мы в это верим. Сергей, ну а какие у тебя результаты по другим предметам? Помимо географии я сдавал русский язык и профильную математику. Русский язык я сдал на 70 баллов, математику на 90. Да ты что, то есть 90 это тоже достаточно высокий. Да и, по-моему, 70 по русскому языку сегодня тоже очень хороший результат. Ну и, соответственно, с такими прекрасными баллами куда планируешь поступать? Планирую поступать в Санкт-Петербургский государственный университет. Ну, с какой специальностью хочешь? На направление нефтегазовое дело. Правильно. И я думаю, с такими баллами ты поступишь на бюджетное место, да? Хорошо. А следующий вопрос. Вообще, мы когда детей своих отдаем в школу, да, мы примерно знаем рейтинг школ на данный момент, да, и, соответственно, всегда, да, рейтинг этот поднимают выпускники именно, да. Вот в вашей школе в этом году сколько выпускников получили 100 баллов? Да, могу сказать по основным предметам, то есть математика, русский язык. По математике средний балл у нас вышел, профильная математика, 82 балла. По русскому языку 76. В принципе, нормальный для нас результат, то есть мы к нему шли, готовились. Но это все очень такое планомерная, такая методическая работа с детьми и с родителями. Ну вот говоря про работу с детьми, естественно, в авангарде, да, этой работы всегда стоит учитель, педагог. Вот на ваш взгляд, тем более, да, вы как директор, вы организатор образования, какими качествами должен учитель обладать? Учитель способный вот так хорошо подготовить ученика? Ну, здесь все-таки в первую очередь, наверное, нужно говорить о том, что человек должен быть именно, как с точки зрения педагога, с большой буквы. То есть человек должен быть фанатом своего предмета, только фанат сможет привлечь в свой предмет. Потому что дети, видя, как учитель рассказывает, с каким интересом рассказывает, или какие-то нюансы из предмета может достать, то есть вне учебника, то есть это, конечно же, прельщает и привлекает к себе больше внимания детей. Ну и продолжая, да, этот же вопрос, а с точки зрения непрофессиональных, а уже, может быть, человеческих, вопрос банальный, да нельзя, всегда задается, тем не менее, да, вот педагог, с большой буквы педагог, он же и человек в первую очередь, то есть какими человеческими качествами он должен обладать? Наверное, все-таки в первую очередь доброта, потому что только к таким положительным людям тянутся дети, поэтому здесь это тоже немаловажный фактор играет. Ну и второе — настойчивость, потому что нужно
четко понимать, откуда мы начинаем и докуда мы идем. И вот эта планомерная работа, тем более привлечение детей. Дети, понятно, они как везде устают, и нужно бывает их как-то отвлекать, там, как-то развлекать, да, поэтому вот это тоже должно быть, да, у учителя. Сергей, а вот у меня такой вопрос. Сегодня бытует мнение, что ЕГЭ сегодня сдать просто с хорошим, классным учителем, да, невозможно. Нужно обращаться к репетиторам. На твоем примере был у тебя такой опыт? Помимо образования в школе, я получал курсы в онлайн-школе. Онлайн у тебя были? Вот видишь? То есть как бы не репетиторство как таковое, это по большей части уже самообразование происходило. Да. То есть это уже другое. Ну и теперь ты вот такой весь сдержанный. А какие эмоции были после того, как увидел 100 баллов? Первым делом кому позвонил, сообщил, что они в твоей копилочке? Я еще не успел никому позвонить, мне стали друзья уже все названия. А, все друзья уже стали назвать. А как родители отреагировали? Родители сильно обрадовались, мать аж до слез. Отец в это время был в командировке, поэтому я не застал его эмоций в реальной жизни. Но затем мы с ним говорили долго, он очень был горд за меня. Ну, действительно, как бы показатель мощный, сильный. Ну и, наверное, завершая нашу беседу, да, вопрос, да, такой, Иван. Мы поговорили про учителей как таковых, но вы опять тоже педагогом являетесь. И какой бы вот вы могли совет дать тем, кому только-только вот предстоит, там, может быть, через год, да, вот сейчас начнется новый учебный год, люди пойдут в 11 класс, какой как совет? родителям, так и детям. Да, и родителям. Да, наверное, ну, в первую очередь, мы, учителя, всегда шутим, что к единому государственному экзамену мы готовимся с 5 класса. Это делается не в 11 классе далеко. Но те, кто поступил уже в старшую школу, это 10-11 класс, да, начинайте в 10 классе. Потому что уже с сентября 10 класса нужно понимать, какие предметы вы хотите сдавать. Нужно уже определиться с университетом, то есть уже знать набор предметов, которые вы будете сдавать. Желательно это сделать в 10 классе. Потому что к 11 классу уже, увы, бывает иногда поздно. Поэтому готовьтесь, и у вас все получится. Спасибо большое. Мне кажется, вот с таким директором я бы сама пошла бы сдавать все предметы. И с таким позитивным настроем я бы сдала все на 100 баллов. Эх, прошли мои годы. Ну, я бы, наверное, и с таким бы не сдал. Это уже моя проблема личная. Тем не менее, спасибо за эту беседу. Я думаю, и родителям будет полезно, да, потому что, да, учебный год уже через 1,5 месяца начинается, у кого-то и 11 класс начинается. Тебе удачи дальнейшей и покорения новых вершин, вам еще больше выпускников таких успешных. Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, на этом прощаемся, оставляем вас в эту пятницу и желаем хороших выходных будущих. Доброго утра.